Туркменистан поддерживает позицию Китая в отношении мусульман Восточного Туркестана. Об этом 14 июля на 47-й сессии Совета ООН по правам человека заявил представитель Туркменистана. Данное заявление в очередной раз продемонстрировало зависимость стран Центральной Азии от Китая, страны, которая поглощает этот регион не только в экономическом и финансовом плане, но и доминирует над правящими кругами центральноазиатских стран в некоторых политических аспектах. Страны Центральной Азии далеко не единственные мусульманские страны, которые подвергаются критике за прямое или косвенное одобрение политики китайских властей в отношении мусульманского населения оккупированного Восточного Туркестана. Just across your border in Western China, the Chinese government has imprisoned more than 1 million. Не так давно премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью с американским журналистом Джонатаном Своном на вопрос о причинах его молчания по поводу геноцида, стерилизации и наказания за пост и молитву в Восточном Туркестане ответил: China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. When we were really struggling, our economy was struggling, China came to our rescue. Позднее пакистанский лидер вернулся к уйгурскому вопросу, заявив, что не уверен в правдивости информации о репрессиях в отношении мусульман Восточного Туркестана. Также представитель еще толком не успевшего прийти к власти умеренного крыла движения «Талибан» Сухейль Шахин назвал уйгуров сепаратистами, а Китай назвал другом. В своем заявлении изданию SCMP он заявил: «Наши представители были в Китае много раз, и у нас с ними хорошие отношения. Китай – дружественная страна, участие которой в реконструкции и развитии Афганистана мы приветствуем». Сухейль также заверил, что талибы не позволят уйгурским сепаратистам, часть которых искала убежище в Афганистане, обосноваться там. Как отмечают наблюдатели, такие страны Центральноазиатского региона, как Афганистан и Пакистан, находятся в центре китайских планов по созданию так называемого «нового шелкового пути», соединяющего Китай с Европой и Африкой. Посредством него Китай намерен импортировать сырье и энергоресурсы и экспортировать китайские товары. В связи с этим авторитарные и коррумпированные режимы в этих странах предпочитают сотрудничать с китайскими властями, закрывая глаза на вопиющие преступления и геноцид мусульман Восточного Туркестана. You are not in any way concerned about the Muslim Uyghurs in Xinjiang. Our discussions with Chinese will always be behind.